Эксперты рассказали, где в Уфе может появиться надземное метро. На этой неделе Ради Хабиров встретился с делегацией из Таиланда, которая презентовала проект воздушной ветки метрополитена. Более дешевый и безопасный вариант. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами относительно появления в столице республики монорельса. А также заглянула в архивы и вспомнила, как зарождалась мечта о скоростном виде транспорта. Май 1996 года. Редкие архивные кадры. Первый президент Российской Федерации закладывает камень в строительство уфимского метрополитена. Тогда этот проект называли «Стройкой века», которая, однако, дальше формальной церемонии не суждено было осуществиться. Работы по прокладке тоннелей начались, но далеко не ушли. Проект заморозили, а потом и вовсе закрыли. За считанные минуты доехать из одного конца города в другой – мечта любого уфимца. Не исключено, что в скором времени она будет реализована. В столице Башкортостана может появиться надземный аналог метрополитена. В отличие от подземки, поезда будут разъезжать на монорельсах, проложенных на эстакаде. В разы дешевле, экологически безопаснее и гораздо проще в плане реализации. Проект воздушного метро презентовали на встрече с Радием Хабировым таиландские делегаты. Для того, чтобы построить одну ветку такого метрополитена, потребуется всего около 2 лет. Для сравнения, на подземку ушло бы не менее 10. И это только по самым скромным подсчетам. Основное преимущество воздушного метро в том, что проект в несколько раз дешевле, чем подземный вариант. Для сравнения, 1 километр подземной трассы стоит порядка 60 миллионов долларов. Цена километра надземной ветки около 20. Мы готовы тоже провести переговоры. Заместитель премьер-министра Абдрахимов Раиф Рамазанович готов, соответственно, провести вместе с нашим министром промышленности. Впервые о строительстве метро в Уфе заговорили еще в 70-е годы. К началу 90-х архитекторы уже спроектировали несколько станций. Предполагалось, что начало ветки будет заложено в районе дворца УМПО в Черниковке. Линия должна была пролегать через центральную автомагистраль, проспект Октября, а завершиться на телецентре. Проблемой для метростроевцев стала геология. Карстовые провалы усложняют способ рытья туннелей. Строить метро в Уфе можно, но крайне дорого. Здесь все зависит от того массива, где будет проходить этот тоннель. Ну и метро это же не только тоннель, это целый комплекс сооружений. Если это на глубине, то да, там больше опасные процессы, которые именно в массиве. А если в приповерхностной зоне, это уже нужно здесь рассматривать влияние этого метро на городскую застройку. А вот монорельсовая дорога рассматривалась и прежде, говорит заслуженный архитектор России Урал Ураксин. Правда, сейчас идти по тому же маршруту не получится. Строительство ветки на главной магистрали приведет к ее закрытию, тем самым вызовет коллапс для автомобилистов. Перехватывать те потоки пассажиров, откуда идут, вот Сипайлова, со стороны Блюхера, со стороны, вот, например, пропустить это через Рихардзорга. Оно идет, потом выход на Блюхера. И выход потом на начало проспекта Октября. И по Комсомольский, потом выход на этот Сипайловский дорогу там. Для сравнения, путь из северной в южную часть Уфы на автобусе занимает около часа. На метро этот же участок можно было бы проехать минут за 10. Это скоростной и удобный вид транспорта, которому, в отличие от всех других, не страшны автомобильные пробки. Если проект все-таки одобрят, мечта уфимцев станет реальностью. Артур Шамсудинов, Айгуль Кужагильдина, Азамат Мухаметов и Азат Тузбеков. Новости Уфа.